Гагаузское радио впервые вышло в эфир 12 мая 2000 года, но перед этим было несколько месяцев упорной работы по созданию радиостудий, корреспондентской, монтажной и установки необходимого оборудования, рассказывает экс-директор радио Мария Парфенова. Эту работу ей поручила в то время руководитель компании Любовь Касым. В течение 2 месяцев радио было открыто. Мы набрали коллектив, который до сих пор, из них многие трудятся на радио. И радио было открыто, и вот это является достоянием нашей Гагаузии, потому что гагаузское радио, это впервые было открыто радио, которое вещало на гагаузском языке на весь регион. Нигде в Молдове даже не было такого, чтобы работали в прямом эфире, чтобы были интерактивные программы. И я благодарна Богу и судьбе за то, что я смогла маленькую частичку своей жизни посвятить работе радио, а молодежь уже пусть продолжают, развивают и работают дальше. С первых дней своей работы радиостанция взяла на себя задачу не только информировать, но и просвещать, объединять, формировать общественное мнение на 3 языках – русском, государственном и гагаузском. В первые годы эфир состоял из нескольких часов вещания в день, но постепенно объем и качество программ росли, расширялась тематика, увеличилась аудитория, отметила экс-директор телерадиокомпании Любовь Касым. Большую финансовую поддержку оказала Турецкая Республика. Коллеги из Турции помогали устанавливать вышки и передающие устройства в Камрате, в Чадрунге, в Вулканештах. И тогда нам самим это было не под силу, неподъемно. Они также помогали оснащать нашу студию техникой. Хочу отдать должное всем коллегам, что работали все по 10-12 часов совместно с турецкими коллегами. Мы все тогда были едины. В эфире звучат не только новости и аналитика, но и культурные, образовательные и развлекательные программы, говорят жители автономии. Мне очень сильно нравится, как работает гагаузское радио, гагаузское телевидение. Все работники отдают всего себя, все свои силы. И со многими из них я знаком и горжусь этим. И каждая передача, она наполнена душой. Вся работа, которая делается на просторах ГРТ, это действительно невероятный труд, потому что у нас есть свое гагаузское радио, телевидение. Оно наше, оно гагаузское. И оно принадлежит нам, всему гагаузскому народу. Слушаем гагаузское радио и дома, и в дороге, когда по работе ездим. Очень нравится, интересные новости, прислушиваемся, участвуем, когда нас приглашают. Желаю огромных успехов, процветания, наверное, и новых творческих проектов, больших достижений и реализаций. Своим ежедневным трудом коллектив радио делает огромный вклад в развитие гагаузского общества, отметил начальник управления делами Башкана Гагаузии Иван Калиогла, поздравляя коллектив радио с 25-летием. Хотим от лица руководства Гагаузии вас поздравить с этой датой. Ваш коллектив, он немногочислен, но он слышен по всей Гагаузии. Мы очень рады с вами сотрудничать, с вами работать. И нам с вами приятно делиться и хорошими новостями, но иногда, конечно, приходится и не очень. Но вы всегда очень объективно их преподносите населению, и наше население благодаря вам становится более информированным о тех действиях, событиях, которые происходят на территории Гагаузии. Гагаузское радио продолжает свою миссию, оставаясь важным связующим звеном между поколениями и культурным мостом, соединяющим традиции прошлого с современностью, отмечают его сотрудники. Сегодня Гагаузское радио – это современная медиаплатформа, которая вещает не только в эфире, но и в интернете. Программы доступны в онлайн-формате, развиваются страницы в социальных сетях, что позволяет охватывать более широкую аудиторию, включая гагаузскую диаспору за рубежом.